Приезд президента Николаева в столицу Южной Якутии, город Нерюнгри, не был ни для кого неожиданностью. За то время, пока Михаил Ефимович находится у власти, нерюнгринцам грех жаловаться на отсутствие внимания высших эшелонов власти к проблемам нашего города. Вот и сегодня, 26 января, самолет доставил президента, и без лишней помпезности начался деловой визит президента. В течение 2 дней, программа которой очень насыщена, президент встретился с уже известными ему хорошо знакомыми коллективами угольщиков, энергетиков, жителями села Иенгров, жителями поселка Чульбан. Везде проблемы, везде вопросы. Ну что ж, жизнь не стоит на месте. В последний день своего пребывания в Нерюнгри вместо запланированных 30 минут по плану президент уделил целый час работникам средств массовой информации местных и республиканских органов. Ну что ж, проблем много. Попытаемся немножко разобраться в том, что происходит у нас. Пожалуйста. Михаил Ефимович, мы поздравляем вас прежде всего с годом президентского управления. Нерюнгринцы, наверное, грех обижаться на невнимание со стороны президента. Вы довольно часто здесь бываете и в смутные времена, и в праздники. Что на этот раз привело вас в Нерюнгри? И каким вы нашли город в эту вашу поездку? Ну, моя должность дает мне возможность ознакомиться со всей республикой, с делами тех или иных регионов, районов. Еще раз постоянно общаться с трудящимися нашей республики. От текущий мой приезд я связываю основным 2 вопросами. Первое, как вы знаете, 25 ноября прошлого года было подписано соглашение руководством Российской Федерации и нашей республики о разграничении собственности, по которому угольная промышленность переходит в ведение собственность республики. Это сложный, объемный комплекс, большими нерешенными проблемами, как в целом угольной промышленности Российской Федерации. Это одна сторона дела, а другая сторона в связи с принятым решением о продолжении стройки, связанной железной дорогой до Томота с последующей укладкой до города Якутска. Последовательность принимаемых мер со стороны руководства города и прежде всего главы администрации. Возможно, некоторые подумают, что слишком жесткие, но они довольно-таки обоснованные и оправдываются. Они направлены прежде всего в интересах самих трудящихся города Нерюнгри. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, который волнует не только жителей нашего города, но и, я уверен, и многих жителей республики, которые имеют целевые чеки. Как будет решен вопрос с целевыми чеками? Да, любого, 91-го, 92-го года. Ну, то, что я решенное буду говорить, и об этом и в майской встрече я говорил, и зачитывал указ президента Российской Федерации, знакомил с содержанием дословно. И сегодня должен, обращаясь к нерюнгринцам, сказать, 91 год он должен быть отоварен до 1 человека, хотя сроки ему не уложились. Но договорились с Российской Федерацией, что и в 93 году продолжится реализация чеков 91 года. А дальше навряд ли сегодня российское правительство в силах поднять этот вопрос. Насколько мне известно, чтобы реализовать векселя правительства Российской Федерации, данное и самим правительством, и бывшего Союза, потребуется в бюджете Российской Федерации порядка 2 триллионов рублей. Вот этот громадный
финансовый, что ли, капитал навряд ли в бюджете Российской Федерации в текущем году найдет. Когда смотришь передачи из Москвы по поводу нашего российского правительства, что создается такое впечатление, что президент России здорово опирается на вас и, следовательно, на нашу республику. Вот ваше мнение при сегодняшней, хоть совершенно непонятной обстановке между Верховным Советом и президентом, что сегодня происходит, какая обстановка? С одной стороны, волнует россиян эта проблема. С другой стороны, определенная часть до того устали, что они становятся безразличными. Я по создавшемуся положению несколько раз официально высказался. И вот недавно интервью независимой газеты было опубликовано. Под одну гребенку многоликую Россию нельзя. Мы первый шаг сделали. Заключили федеративный договор и этим самым заложили договорное отношение нашей федерации. Это тоже впервые за тысячелетнюю историю русского, российского государства России. Впервые субъекты федерации сели и подписали договор. Значит, мы должны дальше идти. На основе этого основополагающего документа каждая республика должна заключать соглашение, поскольку то, что характерно для республики Саха-Якутия, оно никакого отношения, например, имеет к Башкирстану. Так ведь? Или проблема Башкирстана, те проблемы, те особенности к Дагестану не относятся. Вполне логично. И вот этот нюанс, эти шероховатости, эти особенности должны учитываться двухсторонними соглашениями. Дальше. Конституция должна приниматься, когда общество стабильное имеет. Тогда хорошую, стабильную, как говорится, на века работающую Конституцию можно принять. А когда общество в таком дисбалансе находится, практически ничего не воспринимает, в этом положении нельзя пытаться на века Конституцию принимать. Мы предложили, чтобы в одной из палат Верховного Совета был паритет 50% с 20 республик, субъектов Российской Федерации и автономных областей и округов, и 50% депутаты с территории. Вот такой одной из палат должен быть баланс, паритетное начало. Вот, которое бы удовлетворило все наши многоликость нашей Российской Федерации. Спасибо. Михаил Ильич, я просто на дополнение. Но вот ваш взгляд, вот сегодняшняя обстановка, она уж слишком нагнетается сегодня, так сказать, и прессой, и телевидением. Каков сегодня, так сказать, политический, что ли, баланс властей? Будет найден какое-то согласие? Я не убежден, и, как говорится, положительного результата по итогам референдума не будет. Это можно сказать однозначно. Съезд сейчас в нынешнем составе, он способен что-то решить конкретное. Ведь сейчас заседание съезда порой проходит на спектакль по мотивам басни Крылова. Вот где лебедь, рак и щука. А ведь сейчас на съезде очень больше намного, чем этих крыловских героев, движений различных, партий, направлений, то есть в разные стороны. Вот сейчас в нашем составе, я не говорю уж о том, что он может принять новую конституцию, а что он может конкретно, может ли и способен ли съезд конкретно решить задачи, которые стоят вот сейчас перед всей страной? Съезд как высший законодательный орган, он должен быть консервативно настроенным. Он должен сдерживающим органом. Он на крайности съезд не должен ударяться. В этом плане съезд доказывает и выполняет свою историческую миссию. Именно если на съезде не нашли бы общего языка, именно съезд не поднялся бы выше интересов высших руководителей Российской Федерации, и съезд поддался бы тем или иным, понимаете, течениям, которые там бушевали,
то, конечно, мы не миновали бы. Что касается нефти, во-первых, я упустил по газу, нам надо уточнить запасы. И корейская сторона должна это подтвердить. Мы представили порядка 900 миллиардов кубических метров запасы, разведанные, утвержденные запасы и прогнозные 3 триллиона запасов газа. Вот сейчас предстоит корейской стороне это подтвердить. Что касается нефти, у нас разведанных запасов 300 миллионов, с которых в таком доступной глубине технологии наши находится 150 миллионов тонн. Мы с текущего года приступаем к добыче, и мы намерены в текущем году порядка 200 тысяч нефти и газоконденсата получить. Это первый шаг будет. Создали специально для этой цели компанию «Саханефть», которая непосредственно будет заниматься этой проблемой. 200 тысяч. В текущем году мы практически будем переработки газа. В Якутске мы будем получать бутан-пропан. Оборудование приобретено в Канаде, сегодня находится в Владивостоке, и мы вот намерены в эти дни завести эти оборудование в Якутск. И предполагаем где-то в октябре, но самое позднее в ноябре получить бутан-пропан. Закончился первый год президентского управления на территории нашей республики. Наверное, не самый легкий год как для нас всех, так и для президента. Ну что ж, остается надеяться, что дальше будет легче. Поживем, увидим. Владимир Бакай и Виктор Ехнич специально для программы «Якутия. Вести из Нерюнгри».